Sākšu laikam ar to. Viens no uzdevumiem mums bija šodien vienkārši nezaudēt. Ja? Skaidrs, ka runājām par uzvaru, bet viens no plāniem bija šeit nezaudēt. Ja? Es apsveicu komandu ar pārpildītu plānu. Tas, principā, ka mēs uzvarējām. Ja? Par pašu spēli, vai bija skatāms futbols vai nebija, es nezinu, to es pastīšos pēc tam televizorā, bet mums bija svarīgāki šajā spēlē 3 punkti, un mēs viņus arī paņēmām. Kā vienmēr beigas mums nervozes. Mēs laikam kādam tur ceļam tos reitingus televīzē un vēl tā tālāk, lai interesantāk ir. Bet, es ceru, ka mēs kādreiz iemācīsimies un mācēsim novadīt spēli līdz beigām, kā vajag. Paldies! У меня нет комментариев, если есть вопросы, задавайте. Есть вопросы. На титул больше не надеетесь? Следующий вопрос. Что? Как вы уверены, что вы были не в оптимальной физической форме? Так выглядело или так на самом деле? Следующий вопрос. Да, боже мой, какие вопросы вы задаете, ребят? Вы футбол смотрели? Футбол смотрели? О каком физической готовности, если 90 минут мяч был у нас? О чем вы говорите? Вы футбол смотрели? Вот реально, вы смотрели футбол? Какой физической готовности вы говорите, если мы, команда соперника, вышли 2 раза, пробили, 2 гола забили? Какой мяч был все время у нас? О каких физических готовностях вы говорите? Я не понимаю. Дальше, следующий вопрос. Вы мне задаете, вы надеетесь на титул. Как я могу надеяться на титул, на чемпионство, если вот так люди портят игру? Все сделали. Вообще все. 2 красные, желтые, все что угодно. Поэтому они не привыкли такими хорошими играми. Вот то, что сегодня было, они не привыкли. Судьи не успевают. Они не привыкли такой темп, такой борьбу, такой классный футбол. И они просто там желтый, там красный, потерялся. Вы что, не смотрите футбол? Или вы часто видите такой футбол, который мы сегодня 2 команд продемонстрировали? И вы мне говорите, что насчет физики, пускай Добрик скажет, во 2-м тайме они 2 раза перешли на наше половое поле. Забили гол. Остальное все у нас мяч. А каких физики? Мы где-то не успевали? Вот скажите мне. Что? Что он говорит? Что, кто? Так какая разница? Правильно они делали, играли по счету. Мы сами привезли, они забили, начали играть по счету. Им даже ничего устраивало. Но мяч у кого был? Что? Что он говорит? Что он говорит? Я еще раз повторяю, что если мы сидели бы в оборону, если мы не могли бы привести в атаку, если у нас не был бы мяч, если бы мы не успевали бы, если мы сдохнулись бы, до последней секунды мы атаковали, до последней секунды мы хотели забить гол. И вы говорите насчет физической подготовки. Слушай, я тебе еще раз повторяю, что мяч был у нас. Одно вопрос, что моменты создали или нет, а другой момент, что мяч был у нас. Команда стали по счету, все стали в воротах, и скрыть было тяжело. Вы об этом сейчас говорите, вы в других вещах не говорите. Вам понравится судейство? Вы считаете это справедливо, правда? Я же не вину лепаю. Мне интересно, там человек не ставит 100% пенальти, сегодня не ставит пенальти, сделал 2 красные, вообще не из-за чего, желтый, 3 человека в следующей игре пропускает. И вы считаете это правильно? То же самое был прошлый год, то же самое был позапрошлый год. Одной же тоже человек делает это. Никогда не любил говорить про судьи. Но сами видите, боже мой, в чем проблема? Вы что, хотите, чтобы мы чемпионами стали? Вот мне задаете вопрос. Вы хотите, чтобы мы стали чемпионами? Никто не хочет, чтобы мы стали чемпионами. Мы боремся в каждой игре. Не хватает много чего, но мы боремся, идем и делаем интригу, чтобы стать чемпионами. А вы мне еще задаете вопрос. Вы рассчитываете? Конечно, рассчитываем. Вот, знаете, у вас даже нет чувства солидарности. Вам не понравился сегодня, как Сконто играл? Нет? А? Конечно, когда-то было, что вы про Сконто хорошо говорили.
Я не знаю. У меня было, если играть команда... Да. Я не знаю, это еще раз говорю. Я не знаю. Я не помню, что вы про Сконто хорошо говорили, именно вы. Что? Я еще раз повторяю, я ни вашей статьи не видел, что вы про Сконто хорошо говорили. Вы не любите Сконто, ребята. А мы стараемся, чтобы сделать хорошую игру, чтобы вы полюбили. Как можно после сегодняшней игры вы мне говорите на какой-то кондиции физически? Вы что, футбол не смотрели? Вы видели крайние защитники, как нападающие бегут вперед-назад? Вы видели темп игры? Или мы уступали в чем-то или что? Я не понимаю просто. Это знание футбола. Вот и все. Protams, ka nē. Es taču trenēju citu komandu. Tur jau, principā, es biju tālākais soliņš, gandrīz tā kā hokejā, tālākais mājiņa, un, principā, tā burzmā, tiešām es neredzēju. Varbūt kaut kādas tur bija epizodi, kad cīņā, ja, man liekas, bet, es negribu būt. Principā, divi spēlētāji blakus, tur kaut kas bija priekšā, un tā kā noripoja par roku. Es nostīšos, es atbildēšu godīgi jums visiem pēc tam, vai bija tā spēle ar roku vai ne. Tagad es negribu, uzkurināt vēl vairāk kaut ko. Kas bija tie iemesli, kāpēc malējais aizsargs ik pa brīdim savainīgi vietā? Skaidrs, kad Skonto, figūra numur 1, tas ir Karšausks, jā, viņš ir ne tikai Skonto, viņš to pierādīja Turcijā, un es pat biju Turcijā kopā ar izlasu un skatījos dzīvajā to spēli, un analīzes skaidrs, mēs Skonto spēli skatāmies, viņš veido visus uzbrukumus, un viņš taisa visus vārtu moments. Es nezinu, vai ja viņš nebūtu, vai viņiem būtu tik daudz vārtu iespējas un momenti. Es nerunāju par šodienas spēli, es kopumā par katru spēli. Par iepriekšējo Spartaku un tā tālāk. Tev, Viktor, izskaties, kādā gatavībā bija Skonto šodienas spēlē? Cik grūts, cik smags pretinieks bija? Labi, jūs jau paši atbildējāt uz to jautājumu, kad skaidrs mēs iestām vārdus, mums jau principā neko nevajag. Varēja būt 1-1, mums tas būtu apmierinājis. Mēs zaudējām te otrā aplī 0-1. Skonto netika centram pāri. Viņi arī iesit un atsitās vienkārši. Mēs tur divreiz pa stābu trāpjām un tā tālāk. Tā kā skaidrs, ka mēs spēlējam par rezultātu. Mums aizējot uz ģērbto puslaikā. Mums bija palikuši nevis 6 spēles līdz čempionāta beigām, bet 5,5. Mums bija jāiztur šito pusīt, un mums palika, tagad šodien jau palika 5 spēles. Tas arī viss. Ikaunieks, kāpēc salīdzinoši pēc minūtēm ātri, vai tā bija viņa gatavība, ka viņš jau bija Nē, viņš varēja droši vēl spēlēt tālāk, un skaidrs, viņš nospēlēja U21 divas spēles pirms tām, un Daugavpilī viņš nospēlēja visu spēli. Principā skaidrs, ka gribēja, lai viņš gūst vārtus, viņš trāpīja tur pa stābu atlets, bet, gribēja, jo, kā Tamas saka, viņam pat malēja aizsargi, visi aizgāja prom, un svaigs cilvēks, tā kā Šačins, ar savu ātrumu. Kāpēc viņš viņu neizmanto pilnībā? Tur ir cits jautājums, bet ideja bija tāda, lai viņš pavelk to bumbu uz priekšu, viņš ir tehniski ātrs apspēlēt. Diemžēl viņš ne līdz galam savu potenciālu atver. Vēl kādi jautājumi? Viktor, tev sacīja, ka jūs iesiet vēl spēli, bet šobrīd tu pats saprot, cik izcila ir situācija tabulā, un piekrīt, ka ja jūs izlaistu šajā brīdī to pirmo vietu, tas tomēr būtu švaki. Protams, ka būtu, bet es vēlreiz saku, mums neizšķirts, būtu neizšķirts. Būtu 4 punkti. Es nezinu, rītā vinnēs tur Jelgava. Būtu 4, ja būtu neizšķirts šodien. Nākušo spēlēt Skonto ar savā starpā. Mēs ar Spartaku. Spartakam tur arī nespēlē, tur 3 cilvēki, cik tur. Aizsargi vispār, es saprotu, viņiem tur nav vairāk. Kas viņiem spēlēs, tās ir viņa problēmas. Bet, mēs saprotam, viņi spēlēt savā starpā. Nospēlēt Ničuk, mēs vinnēt. Būtu atkal 6 punkti. Tā kā no 4 punktu spēlēm mums būtu jāpaņem 6 punkti, vai ne? Ja mums līdzīgi punkti būtu. Skaidrs, ka mēs būtu augstāk, pa Jelgavu. Tā kā Jelgavu mēs spēlējam mājās, tā kā... Izskatās, ka tu pamatīgi rēķini. Cik tev bija matemātikā skolā? Es nemaz neatceros. Bija labs. Ja būtu jādod kādam komandas spēlētājiem
spēles labākā futbolista balvu, kuram tu piešķir šodien, jo bija šķiet tā no malas skatoties vairāk kandidātu. Tas būtu pelnījuši. Principā es negribētu, labi, es tur izcelšu vienu, ja, bet paši atzīmēt, ko es arī pateicu Dzertuvai, ka mēs no spēles uz spēli, ja, pieliekamies kā komanda. Ne, kaut kur bija spēles pavasarī, tur individuāli kāds tur aizmuka, kāds vēl kaut kur. Tagad jau mēs sākam veidot tādu komandas, labi, ja, spēli. Aizsardzībā. 3 neielaidām, labi. Ja, izcelt, laikam, mums izcelš Grebi, ja, viņu vecumā viņš spēlēja priekšā. Un kādu viņš taisīja darba apjomu pirmā puslaikā viņš tur spēlēja tā kā balas pussargs un bija gatavs to uzrakt laukumu. Tā kā es domāju, vienu no zvaigznēm stabili viņš varētu saņemt. Там нас все-таки про первый гол, который все-таки пропустили по своей вине, где ошибся центральный защитник. Как сильно это повлияло на дальнейшую уже там расстановку, то, что Лепа могла отойти, и ему пришлось уже играть. Конечно, повлияло. Но этот гол, может быть, еще ускорил нашу игру. Конечно, повлияло, когда на 8-й минуте сам себе защитник ошибается. Конечно, повлияло. Такой матч, когда игра идет до ошибки. Дело не в этом. Дело не в этом, что мы ошиблись и так далее, и так далее. Дело в том, что справедливости не было сегодня на поле. Справедливости. Должен быть справедливость, когда вот такие игры есть, они должны радоваться, что такое игры есть. Справедливости не было. Если вы мне не верите, включите и посмотрите, не было справедливости. Гребис бьет головой нашего футболиста, он даже не предупреждает. Потом падает здесь Клева, сам просто падает и последние секунды туда делает штрафной. И куча таких моментов. Все. И футболисты при таких ситуациях, в которых мы сейчас находимся, начинают нервничать. И все. Следующая игра Елгава. И кто-то мне скажет, что это сейчас не специально сделала. 3 футболистов, бах красный, бах желтый, бах красный. Выгоняет 2, висит на 3-й человек. 3 человека пропускает. Как это может быть? Есть какой-то гибкость судейский, гибкость должно быть. Видишь, что 2-1, видишь, что какая-то проблема, да? И из ничего дать красные карточки, потому что он возобновил себя. Нельзя так делать. Он так вел себя, как будто хозяин вообще футбола сегодня. Так нельзя делать. Посмотрите, в Европе судьи судят, улыбаются. Они просто улыбаются, они не жестокие, они гуманные. А этот был жестокий сегодня. Вот и все. Я же не говорю, что мы, боже мой, из-за судей проиграли. Нет, я такого не говорю. Вот и все. Придет время, когда все повернется. И в других командах так будет. Вот и все. Я же не говорю, что Лепай не заслужил сегодня победа или они не заслуживают чемпионства. Я такое не говорю. Я говорю по сути, что так нельзя делать. Причем одно и то же человек. Постоянно. Играем с Венспилсом, помните, 12 желтых карточек. Играем сейчас с Лепой, 100% пенальти. После игры его отстраняют месяц или сколько он не судил. Помните? 100% пенальти не надо. Сегодня опять его назначают. Все ключевые матчи, которые мы играем, опять его назначают. Я не понимаю просто. И вы мне еще говорите насчет физической готовности. Я просто в шоке. Любой вопрос я мог принять, кроме этого. Такое ощущение, что вы футбол не смотрели. Мы что, в обороне сидели? Мы что, не атаковали? Мы что, не создавали моменты? Или до конца, до последней секунды не играли? Или мы успокоились? Ребята, такие вопросы просто, я считаю, что это не профессиональный вопрос. Все, что угодно можно было задавать, но такой вопрос, что у нас была кондиция или что-то еще, или что-то. Мы подбираем тех футболистов, которые где-то висят. Что мы футболистов покупаем или что? Каждые полгода создаем новую команду. Каждые полгода создаем новую команду. Берем Гарри, не готово ставим. Почему? Потому что нет других. И мы стараемся, и все равно выглядим как команда. И вы мне еще вопросы задаете такие, не знаю, вместо того, чтобы поддержать. Поэтому я говорю, что вы не любите сконто. Мне такое ощущение, что чем быстрее мы сдохнем, тем лучше вы обрадуетесь. Не только вы, мне так кажется со стороны. Может, я ошибаюсь, но реально выглядит так. Прошлый год отбирают очки, не дают заявку, чтобы футболистов заявить. Тра-та-та, заняли 2-е место. Сейчас начинаем играть, играем. Желтый, красный, Елгава пропускает лидеры, 3 человека. О чем идет разговор? Почему именно с нами это происходит, а не с другими?
Фрейманис очень хороший судья. Я не говорю, что он плохой судья. Он реально хороший судья. Анофриев хороший судья. Я никогда не обсуждаю судей. Он просто не успевал. Он просто не успевал сегодня. Он просто потерялся. Он не привык к такие игры, как сегодня был. Вы не понимаете? Правильно. Правильно. Я же не говорю, что он плохой судья. Но у него так получается. После нашей смены его отстраняют месяц. Сейчас Слепая во втором кругу его отстраняют месяц. Так получается, наверное, он эти хорошие матчи его присылают, так как он самый сильный судья, но, видимо, он не успевает эти развития событий. Поэтому там не успел желтый, там красный, там 5 судей сегодня был. 5! Ребят. Там замял Осипова тоже. Как далеко, чтобы появиться в поле, на поле. Добре, Берет отвечаю. Savalniekam bija trauma, un principā viņš nesen sāk tikai trenēties pie dublieriem, nospēlēja ar BFC pilnu spēli, jā, nu, lēnām dosim viņam laiku, jā, kā viņš viņu izmantos, tas viss atkarīgs no viņa, bet, nu, citas problēmas mums nespēlē tur šlampi, jā, tagad saprot, tā kā jārisina citas mums, jāliek aizsargs, kāds jāmeklē. Es думаю, ka viņš mums ir. Ну, Осипов неделю уже тренируется, не знаю, если он будет, страх не будет, то, что у него операция был, можно его уже, в принципе, потихоньку выпустить, потому что, тем более сейчас, после того, как 3 футболиста будут отсутствовать, можно его, конечно, использовать. Но, опять же, конечно же, он не готов на 100%, и шотландец не был готов на 100%, и Опия не был готов на 100%, но нам приходится варьировать, приходится ставить, чтобы выглядели более-менее нормально, и состав был более-менее нормальный. Поэтому, может быть, очень скоро вы увидите Осипова. Томас, по поводу Сорокина, оправдало ли появление на поле его сегодня? Да, конечно, оправдал парень. 97-го года мы дали задание, он сыграл хорошо. Просто мы чисто тактически перестроились, потому что проигрывали. Поэтому и добавили нападающих, добавили еще плеймейкера. И, в принципе, а так я его не поменял, потому что он плохо сыграл. Были хорошие эпизоды у него тоже. Viktor, vai viens lieta bija aizvērt flangus, respektīvi Skonto mīl tie ātrie flangu spēlētāji, kas spēlē, tas ir viens no viņa punktiem. Cik liels tas uzstādījums bija šodien tieši, lai jūs bremzētu tajos flangos? Nu, viens skaidrs, vēlreiz atgriežamies, viens no galvenajiem bija Artūra noturēt, jā. Un bija vairāk šaubas, kad Endijs dabūja šlampu dzelteno, jā, bet, nu, mēs, principā, pamainījām viņas otrā puslaikā malām, un Artūrs tik un tā atnāca pie Endi, jā, bija doma viņu mainīt, bet, nu, tā spēle bija tāda, un bija uzdevums jau Endijam pavisam tuvu spēlēt, lai viņš tik neieskrienās, bet, nu, Endijs, diemžēl, atkal deva viņam to, ko nedrīkst viņam dot, ieskrieties, jā, un tad viņš var uz vienu, uz otru pusi, un piespēlē var jebkur kājā dot. Nu, atgriežoties atpakaļ, nu, ar malām, bet, nu, skaidrs viens no momentiem bija malas, jā, bet, nu, mēs gaidījām no Skonto skaidrs apmēram spēli, kādu viņi spēlē ar Ventspilu, un principā tas arī notika, jā, nu, zinot, ka Gutkovskis nav tā labākā kondīcijā, formā, jā, un arī izlasēs, cik viņš ir to tagad nospēlējis beigās, kad viņi spēlēs ar visiem 3 tiem maziem tie, kas arī bija, un ieraugot protokolu, es sapratu, ka, nu, tiešām viņi spēlē tā kā Skonto, tā kā ar Ventspilī, kad viņi uzvarēja 3-1, jā, un kad akcentu viņi liks uz vidu, lai Toresu, es nezinu, varbūt viņi domā, ka Afanasjevs spēlēs arī vidū, jā, bet, nu, mēs viņu malā nolikām, lai viņš to gabarīto Skotu drusku patrankā malā, jā, un mums bija uzdevums virzīties caur to malu, lai viņš Afanasjevs savu tehniku apspēlē 1-1 un tiek līdz Skotam. Tālāk jau, nu, Afanasjevs šlaikam neizpildīja manas prasības, viņš iesit 2 golus, viņam teica, vajag apspēlēt un dot piespēles, viņš izdomā, ka viņam jāsit golus. Tā kā, nu, tiešām mēs tikām ar uzdevumu spēli
ko mēs gribējām, to mēs arī redzējām uz laukumu šodien. Vēl kādi jautājumi? Viktor, pretinieku treneru sacīties visas šitās, ko viņš te izkliedza, tavuprāt, vairāk zaudējumu rūgtums vai kaut kāda daļa patiesības, tavuprāt, arī tiesāšana? Es laikam arī būtu dusmīgs, bet vienkārši tās divas sarkanās, viņas jau neietekmē spēli, viņas jau tur 94. bija, Ir jautājums cits, vai tā, jūs jau uzdevāt, vai viņiem bija tiešām tur 10 momenti. Man daudz saka, Viktor, jūs tur Ventspils trenkāja Liepājā pēc 3-0, tur, ko viņi trenkāja? Viņi tāpat uzsit 2 reizes pie vārdiem, mēs 2 gols. Nebija viņiem vairāk Liepājā momenti. Mēs esam 3-0 vadībā, apškā mums 5-0. Mēs te 1-0, ko es saku, spēles paliek mazāk, un tu trīca vien vairāk. Tā kā, un mums tā kā klubam skaidrs, ka gribās uzvarēt čempionātu. Šogad mēs palikām bez Eiro kausiem, ja, un tas laikam drusku izlīdzinās to. Ja mēs kļūsim par čempioniem, drusku tā kā atdos mums kaut ko no augšas atpakaļ. Es tā tīri skatoties no malas, es tā iedomājos, ja sēdēt šeit kāds no tiesnešiem, droši vien būtu jautājums tāds abiem treneriem, ņemot vērā, ka tiesāšanas noteikumi arī katru gadu mainās, viņi atjaunojās, ir kaut kādas papildinājumi noteikumos, interpretācijās, kad jūs pēdējo reizi esat lasījuši noteikumus tiesāšanas grāmatā. Labi, tiesnešu grāmatas mēs jau nepaspēsim. Viņas nepaspēja nemaz izlaist tās grāmatas. Viņas izlaiž tagad tās grāmatas tur bibliotēkā. Lapā visu laiku updateojās, katru gadu ir jaunas interpretācijas. Mums par grūti tur ložņāt arī internetā. Tas joks, bet vairāk es jau bija par tiesnešiem raksts, ja, atkal, kad es tur, ja, mēs runājām par to, ka skaidrs, ka mūsu klubiem ir vajadzīgs nevis gada sākumā, lai atbrauc inspektors vai kaut kāds tiesnesis, kurš pat ir no mums, tā kā Liepājā mums ir tiesneši. Viņš brauc mācīties uz Rīgu. Viņi atbrauc no lekcijas, viņi var mums uztaisīt sapulces 2 reizes mēnešos, 3 reizes, 1 reizi 3 mēnešos. Uztaisiet pusstundu, pastāstiet, kur ir jauns likums. Vai jūs redzēt video, lielo ekrānu? Es iedošu to ekrānu. Un pasakiet. Lai nav tā, ka mēs spēlējam ar Ventspilu, 3-0 vadībā, Ventspilī jau. It kā ir aizmugur, viss apstājas, tiesnesis karodziņu ceļ, neceļ. Vārdsargs uzstājas kustību, tā jau cita epizode ir. Bet rokās viņš nevar viņu paņemt aiz soda laukumu. Mēs nezinām, kas. Mēs visi domājam, ka ir aizmugur, viss apstājas un viss beidzās. Hop, gols 3-1, 3-2, 3-3, čau, brauciet mājā. Lai viņu vada. Mēs taču braucam treneri, mums piespiež sakrāt stundas treneriem, teiksim, tur gadā, ja? Vajag sakrāt lekcijas stundas. Viņiem arī jāsakrāt tiesnešiem, jāsakrāt. Tad uztaisiet, lai mums brauc tiesneši un stāst. Kāpēc? Un analizē šitās arī mūsu situācijas. No Latvijas čempionāta nevajag rādīt Barcelonu tur, kas tur vēl vienalga kādu klubu paņemiet, kur tur cērt nost. Tie ir citi cilvēki, tur viņi no citas planētas ir, tāpēc viņi taisa cits patkats. Izklupienas latviski pateikšu, ja? Tad, lai viņi mūs vada uz mūsu piemēriem. Var saka, nevajag mācīties no savām kļūdām, bet mēs labāk mums vajag no savām tieši mācīties. Un sāk to soli, kāpēc to nevar izdarīt. Mums taču nav valsts, ka mums jālido 8 stundas no Rīgas līdz Liepājai. Šo varam semināru atbraukt, inspektors un pastāstīt. 1 reizi 3 mēnešos. Un visiem būs super, un viss būs apmierināti. Nevienam nebūs problēmas. Pēc tam, ja kāds teiks treneris, jums taču bija семинар, jūs visi то zināt. Viss. Правила футбольные постоянно обновляются, и некоторые интерпретации выходят. И когда последний раз читали их, и вот как следите за этими обновлениями в правилах? Обновлениями всегда следим, конечно, потому что нам интересно, что происходит в новом футболе. Если мы сейчас обсуждаем именно наши судейства, я еще раз говорю, что я не говорю, что наши судьи плохие. Я сейчас видел со Спартаком литовцы судили, это вообще кошмар был. Здесь вопрос стоит о другом. Значит, чем высокий темп, тем судьи должны воспринимать решения быстрее. Во-первых, ни в коем случае нельзя, чтобы судьи были трусливые. Есть некоторые, которые боятся взять ответственность. В чем был сильный Калина? В том, что он не боялся взять лидерство на поле. Он должен быть лояльный, но он должен быть своим действием четкий. Поэтому наши чуть-чуть начинают дергаться. Или, правильно сейчас я понял, что или поднимаю, или не поднимаю. Или офсайд, или не офсайд. Не должно быть так. Должен быть конкретное решение.
Потому что если мы хотим, сегодня реально был красивый футбол, обстановка был супер, все, и он начал судить хорошо, но потом, когда уже начинается 50-я минута, 60-я, 70-я минута, да, как футболисты, так же судья устает. И где-то он тормозил, где-то он не успевает, где-то он не поднял, где-то он поднял наоборот. То есть получается, что это не то, что они плохие, им тоже, как нам, тренерам, футболистам, надо расти, надо привыкнуть к этому всему. Извините меня, они судят в Европе. Просто почему я это могу сравнить? Потому что мы играем в Европе, играли в этом году, да? Там совершенно по-другому. Судьи, они какие-то лидеры на поле. Это видно, что они лидерство тянут. А наши начинают дергаться. Я считаю, что это, наверное, возрастом придет. Я еще раз повторяю, что я ни в коем случае, подчеркиваю, не виню судей, потому что мы сегодня проиграли. Ни в коем случае. И никогда я не буду судью винить. Я просто говорю, что он не успевал события. Это очень плохо. С одной стороны, я считаю, что каждый год они будут добавлять, они будут быстрее, они будут становиться лидерами на поле, а не так, что я лидер, на тебе красный, на тебе желтый, ты закрой свой рот, как он сказал футболисту, ты это. Не в этом надо проявлять лидерство, а надо лидерство проявлять в своих четких действиях. Вот и все, это всегда была проблема в футболе и, наверное, всегда будет. Поэтому то, что касается новых правил, конечно, мы следим. Конечно, футбол становится еще лучше, и со стороны судейства тоже. Но для этого надо стремиться. Я считаю, что как мы работаем, так надо, чтобы они постоянно работали, постоянно обновляли свои знания тоже. Они проходят сборы, они судят разные уровни. Извините меня, такие матчи, вот редко бывают такие матчи. И там надо разобраться. Нельзя так раздавать карточки, как это. Ну нельзя. Чем меньше судья дает карточку, тем лучше, тем больше он дает нам играть. А когда ты там красный, там фол, там, он останавливает, тормозит игру, и уже все, руки опускаются у всех, у соперника, у всех. Я считаю так, потому что вы не думаете, что сейчас я виню судью, потому что мы проиграли. Да нет, ошиблись, первый гол много чего решили, много чего. Почему вы сегодня проиграли? А? Наверное, Лепая сильнее. Когда команда проигрывает, наверное, они сильнее. Я никогда не скрывал, что Лепая очень хорошая команда. И между нами всегда очень хорошие игры. Понимаете? Но почему мы проиграли? Куча вопросов, которые я могу сейчас говорить, но я этого не хочу. Да, почему мы проиграли? Такой вопрос, почему мы проиграли, ответить очень тяжело. Наверное, если Лепая выиграл, значит они сильнее сегодня. Я сейчас о конкретные результаты не говорю. Общий матч. Просто мне интересно, неужели вам не понравилась какая-то игра сегодня с двух сторон? Или только вам понравился шот на табло 2-1? Я просто поражаюсь. Потому что, не знаю, может, мне со стороны кажется, футбол был просто шикарный. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Что? Кто в деле разделал? Не знаю. Не я точно. Ну, кто-то. Это нормально, это эмоции. Футбол без этого не бывает. Ну, а что мы хотим? Прийти на футболе как спектакль и уйти? Это эмоции. Бешеная игра была. Оба команды хотели выиграть. Никто не хотел ничью, никто не хотел проигрывать. Это эмоции. Выбили дверь, там накричали, там наорали. А как? Это футбол. И это интересно тем, что люди эмоциональны. Поэтому и две команды между собой всегда играем хорошо, что оба хотим выигрывать. Не подстраиваемся ни под друг друга, не подстраиваемся, не сидим в обороне, не сидим в воротах. Оба хотим играть. И футболисты тоже, мне кажется, что среди всех у нас действительно яркие. И у них, так Торрес, Афанасий, и у нас Карашаускас сегодня был, Козлов. У них яркие футболисты, у нас яркие футболисты. Редко кого-то видели в других командах футболистов в каких-то эпизодах. А в целом, мне так кажется, опять же, может быть, я своих футболистов так люблю и симпатизирую Лепой, что часто это говорю. Но мне кажется, что у нас, у Лепой, у нас очень яркие футболисты. И быстрее, и шустрее, и техничнее, и умнее. Мне так кажется. Может, я ошибаюсь. Что? Как процентуально шансы у Сконта на чемпионство? Вы знаете, сейчас уже тяжело. Конечно, тяжело. 7 очков, разница.
с учетом того, что 7 команды, не считаю Мета, не считаю БФЦ, навряд ли сейчас они смогут Лепаю отобрать очки или выиграть. Да? Конечно, крайне тяжело сейчас это все. Мне кажется, что процентов 80 Лепай станет чемпионом. Я это уже говорил, что мы вдвоем будем бороться. Но сейчас уже то, что сегодня произошло, 3 человека красные, то Вилгай будет крайне тяжелая игра, крайне. Там и так всегда тяжело. Плюс сейчас конкретные лидеры, 3 человека не будет. Мне сейчас головная боль, как расставить, кого поставить, чтобы выиграть эту игру. Конечно, очень тяжело будет. Очень тяжело. Мне кажется, Лепай уже сегодня с этим победом сделал огромнейший шаг к чемпионству. Они заслуживают. Посмотрите у них в городе, что творится. Они один целое. Это хорошо. Так надо делать всем. И нам, и всем, чтобы вот так было в каждом городе. Елгава, на ваш взгляд, участвует в чемпионстве? Я думаю, что да. Я думаю, что Елгава будет, конечно, бороться. Ну, понятно, что они сейчас отстают тоже, да, очень сильно от Лепая, да, отстают. Но Елгава это тот команда, которые будут до конца биться. До конца. Но все-таки я думаю, что 80% Лепая станут чемпионом. Они не упустят, потому что укомплектованы опытными футболистами, которые играли в национальной сборной на высоком уровне. У них хорошая поставленная игра. Поэтому я думаю, что 80% Лепай будет чемпионом. Если не будут чудить с БФЦ.